Противодействие организованным формам преступности является приоритетной задачей Комитета национальной безопасности Республики Казахстан. Считаясь одним из сложных направлений оперативно-служебной деятельности, в Комитете накоплен должный опыт успешных спецопераций, внесших весомый вклад в обеспечение безопасности общества и государства. При этом Казахстан – одна из немногих стран на постсоветском пространстве, принявшая конкретные шаги в нивелировании угроз со стороны организованной преступности, одним из проявлений которой является транснациональное преступное сообщество «Братский круг». За этим безобидным названием стоит сформировавшееся на территории постсоветских стран неформальное объединение лидеров преступного мира, именуемых «ворами в законе». Опираясь на своих пособников на территории Казахстана, воры в законе пытаются воздействовать на стратегически важные сферы жизнедеятельности общества и государства. Фиксируется их устремление к объектам экономики, крупного и среднего бизнеса, финансово-валютной, пенитенциарной и правоохранительной системам. В рамках противодействия устремлениям воров в законе Комитетом национальной безопасности проводится системная работа по ограждению казахстанского общества от негативного влияния. Реализовано 36 крупных спецопераций по пресечению деятельности организованной преступности. Разобщено 72 ОПГ, осуждено 2 вора в законе, 117 авторитетов уголовно-преступной среды, изъят значительный арсенал оружия, дорогостоящее имущество и денежные средства на сумму более 10 миллиардов тенге. Доказаны регулярные переводы за рубеж крупных сумм в так называемый воровской общак, контролируемый лидерами криминалитета. Несмотря на достаточно жесткие меры, контроль за процессами в криминальной среде говорит о неснижающейся активности воров в законе по расширению своего влияния в Казахстане. На этот раз на очереди Кызылорда. Некогда столица Казахстана, исторический и культурный центр с размеренным ритмом жизни, на первый взгляд кажется неким островком безмятежности. Однако именно здесь оперативниками КНБ в ходе длительной разработки накрыта разветвленная сеть пособников воров в законе, активно распространявших воровскую идеологию. 18 октября текущего года Комитетом национальной безопасности при содействии прокуратуры проведена крупномасштабная спецоперация в городах Кызылорда и Аральск. Задержано 32 лидера уголовно-преступной среды, причастных к финансированию ОПГ, вымогательству, крышеванию бизнесменов, криминальным разборкам, поставкам запрещенных предметов в исправительные учреждения и другим преступлениям. В ходе обысков изъято 6 единиц оружия, 250 боеприпасов, наркотические вещества, элитные автомашины, смета воровской кассы, а также подготовленные для переброса в исправительные учреждения средства связи и иные запрещенные предметы. Криминальной кухней в Кызылординском регионе заправляли так называемые смотрящие за городом и районными области, решение о назначении которых согласовывалось с ворами в законе и принималось коллегиально на регулярно проводившихся сходниках. В амбициозные планы злоумышленников входило расширение сфер криминального влияния на территорию Южной Дуги, для чего по одобрению воров в законе положенцы Кызылординского региона неоднократно посещали города Алматы, Тарас, Шымкент, Туркестан, где проводили встречи с местными лидерами криминалитета с целью продвижения идей возрождения так называемого «черного хода». Принятые в преддверии важных общественно-политических событий меры оказали положительный эффект на оздоровление криминогенной обстановки в регионе. В настоящее время ведется следствие. Работа в данном направлении продолжается.